Вырваться из плена еды можно без диет, запретов и калорий. Так утверждает психотерапевт Сергей Гудков. Сегодня он гостит в нашей студии. Доброе утро, Доброе утро. Сергей. Так как же вырваться из плена, с чего нужно начать? Есть самые-самые простые принципы, чтобы освободиться вот от той зависимости, как говорят, от еды. Первое – это начинать слушать свое тело. Потому что как только мы обращаем внимание на то, что говорят другие эксперты, когда есть что, сколько, мы обязательно накопим дискомфорт. Как физически, потому что либо будем есть тогда, когда не хотим, либо будем не есть тогда, когда хотим. Так и психологически, потому что обычно человек, который садится на диету, это же такое жалкое зрелище. В гости не пойду, на вечеринку не пойду, к маме нет, тоже не пойду, к бабушке тем более ни за что. То есть человек вырывается из социального круга и получает дополнительный стресс. И вот эти два вида дискомфорта накапливаются, и рано или поздно никакой силы воли не хватает. Что потом следует? Брыщ, да? Срыв, разочарование в себе, в своей способности выдерживать какую-то программу. Но дело в том, что вот эта проблема любого дискомфортного способа. Опять компенсаторное переедание, и вот этот патологический цикл длится, длится и длится. Поэтому самое важное – это комфорт. А комфорт у нас когда? Когда мы прислушиваемся к сигналам тела. Вовремя едим, вовремя останавливаемся. Вот это самое простое, что может любой человек сделать. Вот так. И подход, который я предлагаю, называется интуитивное питание. Сейчас это, на мой взгляд, это самая такая комфортная, самая долгоиграющая система, которой можно придерживаться всю жизнь. Вот так. Но нужно наладить, вы сказали, нужно наладить отношения со своим телом. Ну да. Как это сделать? Где определить вот эту грань, что вот мое тело Нужно полюбить. идеально или как оно, в чем? Да, нужно полюбить свое тело. Но если ты себе не нравишься, как полюбить его? Тут два пути есть, которые идут, не исключают друг друга. Первый путь – это путь ума, когда человек… мы родились разными все. Да? У нас есть конституция, определенная ширина плеч, таза, запястья. Если человек вот такой субтильный, ему никогда не быть вот таким качком. И наоборот. То есть первое – это признать свою конституцию, понять, что вот от природы я такой или такая. И лучше вот это признавать, чем всю жизнь посвятить невротической борьбе за какой-то недостижимый идеал. Да? Вот это первое. И второе. Да, бывает много лишнего веса, конечно, это проблема для здоровья. Но в любом случае, даже если у человека прям очень-очень много чего-то, уже сейчас в теле есть что-то, что хорошо. И вот простой шаг – выделить время, выделить место, чтобы никто не мешал, рассмотреть себя внимательно в зеркале, найти те участки тела, вот, не знаю, те квадратные миллиметры или сантиметры, которые уже сейчас нравятся, которыми уже сейчас можно любоваться, признать, что вот это я в себе люблю, вот это у меня уже хорошо. И начать уделять этим участкам, вот как бы это странно ни звучало, повышенное внимание. И вот этот маленький шаг, он начинает поворачивать наше внимание в сторону того, что, в общем-то, мое тело хорошее. Да? Вот есть какие-то проблемы, но я их решу. Потому что когда человек тотально говорит, нет, у меня все плохо, да, как у нас, да, я толстая или я жирная, это на все тело идет. И если уже все плохо, как можно изменить? То есть важно найти вот этот росток ресурса, да, вот что-то уже хорошее сейчас. Вот так. Вот в этой теме наверняка очень много проблем, и вот одна из них, я не склонен к полноте, поэтому она меня особо не волнует, но я о ней периодически задумываюсь. Вот приходишь домой, съел порцию, понимаешь, что порция была достаточно, большая, да? Желудок тебе говорит, что, в принципе, ты наелся, а мозг подает импульсы, говорит, съешь еще одну порцию, и потом в итоге ты выходишь из стола и понимаешь уже даже на уровне мозга, что ты уже переел нереально, Как да. же вкусно, нужно доесть. Да. Конечно, у нас есть требования культуры доедать, нас же в детстве так воспитывали. У нас сверхценное отношение к еде, оно задано исторически, потому что несколько войн, несколько голодов, и еда – это такая большая ценность. Как так не доесть, когда наши предки умирали от голода, у нас в бессознательном, коллективном это сидит. Но сейчас важно понимать, что еды достаточно, это раз. И второе – слушать свое тело, как я уже говорил. Вот вы же говорили, да, что вроде уже чувствую, что желудок наполнен. Вот это самое время, чтобы остановиться
И здесь есть хороший принцип. Принцип удовольствия на всех уровнях. То есть, смотрите, мы когда едим красиво, хороший запах, вкус во рту, и важно, чтобы еще был комфорт в теле. Потому что как только мы получаем здесь дискомфорт, это все предыдущее удовольствие помнит. Поэтому важно, чтобы удовольствие было везде, везде, везде. Ну, жалко же, вот представьте, вы ели-ели так вкусно, а потом бах, ой, меня тошнит, и зачем я все это сделал, да? Все предыдущее на смарку. Ну, хотя бы так. Ну вот, исходя из вашей практики, как быстро люди приходят вот к осознанию того, что я люблю свое тело, я слушаюсь? Ну, это по-разному. Если у человека большой опыт пренебрежения собой, большой опыт переедания, конечно, требуется больше времени, чтобы эти привычки переломить. Но для большинства людей научиться чувствовать свое тело, вот эти сигналы о голоде, о насыщении, чтобы действовать в соответствии с ними, ну, это 2-3, 4 дня, неделя. Да? Большинство людей способны уловить это буквально в первые дни. Вот это просто, на самом деле, просто нам важно вернуть фокус внимания сюда. У нас обычно внимание не здесь, не в теле, у нас внимание обычно вовне. Сели есть телевизор, телефон в руках, газета, да, все, внимание там, мы первые сигналы пропустили, дискомфорт почувствовали, мы опять внимание отсюда вытащили куда-то сюда, ну, чтобы только в это не вникать. То есть, как только мы возвращаем внимание в тело, нам становится намного проще. Вот так. Но все ли люди могут слушаться своего голоса, всем ли это доступно? Или есть такая вот категория, которая... Ну, естественно, есть те, кто меня слышит и говорят, даже сейчас по телевизору, они скажут, нет, это все фигня, я хочу быть вот такой, да, я буду сидеть на диете, я буду есть куриную грудку и вот эти, как там, зеленые листочки, и ничего сладкого, я буду ходить в зал 5 раз в неделю, но это невроз. Если человек хочет невротически переживать... Кстати, я с вами согласен. Мне кажется, что не стоит себя ограничивать, главное правильно питаться просто. Да. Мы не можем человеку помешать себя мучить, вот никак не можем помешать. Есть люди, у которых, допустим, сложная ситуация. У нас же еда выполняет много непищевых функций, в том числе антистресс. Если у человека жуткий стресс, забрать у него еду невозможно, не дав ничего взамен. Вот так. Спасибо, Сергей. Я думаю, более подробно можно об этом, обо всем говорить вместе с вами на ваших лекциях.